Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Аделина Зарифова. И сегодня мы покажем, как в одно и то же время вспыхнули 3 квартиры в Казани. Стуки услышала и крики услышала. Я чувствовала запах, но я не думала, что пожар, думала, готовят. Расскажем, как 2 казанцев пойдут под суд за организацию казино и попытку сбыта крупной партии наркотиков. И сколько на этом заработали. А также водителя «Опеля» с признаками опьянения задержали в 200 метров от его дома. Согласно его пройти освидетельствование состояния алкогольного опьянения при помощи прибора алкотестер. И почему алкотестер показал, что мужчина, остановленный сегодня в центре города, пьян, когда он утверждал, что не пил. Я трезвый абсолютно. 0,244. Это и не только. Прямо сейчас. Сразу 3 квартиры вспыхнули в Казани с разницей буквально в несколько минут. На улице Фучика пламя охватило балкон и кухню на 9-м этаже. Пожарных вызвали прохожие, увидевшие полыхающее жилище. Хозяев в момент возгорания дома не было, из подъезда экстренно эвакуировались соседи-погорельцев. Дома стало сложно дышать из-за дыма и запаха гари. Многие понимали, где-то пожар, но какая именно квартира горит, не представляли. Стуки услышала и крики услышала с улицы. Окно было просто уличное, открыто. Услышала, что пожар, выбегайте. Все, схватила ребенка, убежала. Многие соседи даже не поняли, что на 9-м этаже в их подъезде открытым пламенем полыхает квартира. Услышав крики соседей и после обращения полицейских, все стали выбегать на улицу. 20 человек эвакуировались самостоятельно. Я чувствовала запах, но я не думала, что пожар, думала, готовят, может, что еще. А потом только начали стучаться, полиция, выходите, пожар. Полыхающий открытым пламенем балкон увидели прохожие. Они вызвали пожарную охрану. С огнем справились быстро. Пламя не успело распространиться по всей площади квартиры. Горели вещи на балконе и частично мебель на кухне. Жильцов квартиры в этот момент дома не было. Не знаю, он где-то балкон и дом идет, и кому-нибудь видит, потом вызывали это пожар. Я только пришел. А это в вашей квартире же было? Да, я живу. Но дома никого не было? Нет, не было. Никого не было. Снимайте квартиру? Иншаллах, все хорошо, да. Нет, это снимали. По мнению квартирантов, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Однако пожарные дознаватели не исключают и версию неосторожного обращения с огнем. Жить в этой квартире теперь невозможно, необходимо делать ремонт. Причем досталось и соседям. Квартиры снизу и подъезд в ходе тушения затопило водой. Вероника Гайнудинова, Нафиса Миязова, Рамзель Гарипов, Вызов 112. В то же время на улице Ахунова на 3-м этаже горел еще один балкон. Там была реальная угроза перекидывания огня на соседние квартиры. Пожарных вызвали очевидцы. Они сообщили, что в квартире могут находиться люди. Были слышны крики, но, к счастью, обошлось без пострадавших. До прибытия огнеборцев на улице эвакуировались 10 человек. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Горели вещи на балконе. Предварительная причина возгорания – нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования. А на улице Сафиуллина сгорела парикмахерская. Она расположена на 1-м этаже многоэтажного жилого дома. По сути, это была однокомнатная квартира, переделанная в салон красоты. Возгорание началось во входной зоне. Там сгорела стенка. Внутри в момент возгорания была женщина. Она смогла самостоятельно выйти на улицу сквозь пламя. Там пожар был. Да, через щелочку там была. Щелка была открыта. Дым, который стал валить из входной группы парикмахерской, заметили дети во дворе. Они обратились ко взрослым, последние вызвали пожарных. Там одна женщина была, все, она вышла, все, выскочила. По-моему, замыкание произошло. Там, значит, комната парикмахерской, салон. Салон тут не затронула, а вот сама прихожая затронула. Как рассказал охранник, когда он вышел, увидел открытое горение. В этот момент из полыхающего помещения выбежала женщина. Из дома самостоятельно эвакуировались 5 человек. Женщина рассказала мужчине, что возгорание началось с мебели и предположила, что виной всему короткое замыкание. Огнеборцы справились с пожаром в течение 15 минут. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации и устройства электрооборудования. Радик Фархулин, Нафиса Миязова, Рамзель Гарипов, Вызов 112. 2 казанцев пойдут под суд за организацию казино и попытку сбыта крупной партии наркотиков. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. На скамье подсудимых окажется 48-летний мужчина и его 42-летняя сожительница. Следователи установили, с сентября по декабрь 2014 года обвиняемый организовал в одном из домов на улице 1-я Азинская в Казани казино. Доход составил около 23 миллионов рублей. А с сентября по октябрь 2022 они организовали сбыт
сбыт крупной партии наркотиков через тайники на территории авиастроительного района. Но довести свои дела до конца не смогли, им помешали правоохранители. Они же изъяли более 34 граммов наркотиков. Также наложен арест на 514 тысяч рублей, изъятый в казино. Дело по существу рассмотрит Московский районный суд. Свою вину мужчина признал, он заключен под стражу. Женщину поместили под домашний арест. 200 метров ночью не доехал до дома 35-летний водитель «Опеля Астра». Его остановили автоинспекторы на улице 3-я Тракторная в Приволжском районе Казани. Улица в это время там, как правило, пустые, автомобилей мало, поэтому резкий поворот в сторону от автоинспекторов не мог не привлечь их внимания. Остановив иномарку, сотрудники ГИБДД поняли, что причина для попытки избежать с ними встречи у мужчины была веская. Спутница водителя «Опеля» рассказывает, бывает, автоинспекторы останавливают их по несколько раз по пути домой, и никогда не было никаких вопросов. Проверяли документы и желали счастливого пути. Какие вопросы появились к мужчине этим вечером, не понимает. Говорит, он совершенно трезв, алкоголь не пил, запрещенных веществ не употребляет. Точно не пил, ничего? С документами у водителя все было в порядке, но состояние самого мужчины у сотрудников ГИБДД вызвало вопросы. Они почувствовали исходивший от него запах спиртного. Чтобы развеять все сомнения, пригласили понятых и предложили водителю «Опеля» пройти экспресс-тест на наличие спиртного в организме. В присутствии двух понятых задаем вопрос, согласны ли вы пройти освидетельствование состояния алкогольного опьянения при помощи прибора алкотестер. Погромче скажите, пожалуйста. Слышали, понятые? Отказывается проходить. Не пожелал и проехать в больницу для медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Требую, как сотрудник полиции, пройти медицинское освидетельствование в медицинском учреждении на состояние опьянения. Согласны выполнить мое требование? Наказание за отказ от прохождения освидетельствования административный кодекс предусматривает такое же, как за вождение в нетрезвом виде. Поэтому в ближайшее время мужчину ждет суд, наложение штрафа в 30 тысяч рублей и превращение в пешехода. Машину автоинспекторы эвакуировать не стали, отдали отцу водителя, он вписан в страховку. Пришел на место задержания пешком. До дома водитель иномарки не доехал 200 метров. Рания Абдрахманова, Константин Бушуев. Вызов 112. Водителя с явными признаками алкогольного опьянения задержали автоинспекторы сегодня днем на улице Николая Ершова. Они остановили автомобиль Hyundai Solaris для проверки документов. Запах спиртного, исходивший от водителя, не заметить было практически невозможно. Мужчине предложили пройти экспресс-тест на алкоголь. Он не отказался. Результат подтвердил предположение правоохранителей. Но мужчина уверял, перед поездкой он не пил. Излишнего внимания к себе водитель Hyundai Solaris не хотел. Автоинспекторы остановили его для проверки документов. С ними было все в порядке, однако от водителя пахло алкоголем. Но он уверял, сегодня ничего не пил. Это все отголоски вчерашнего распития спиртных напитков. За что вас задержали? Ни за что, ни за что. Все, без комментариев, девушка. То есть вы не трезвым за руль не садились? Да, я трезвый абсолютно. Но вот алкотестер покажет, но что это вы просто сейчас нормально. поедем и выясним, просто достаточно. Ему все же предложили на месте пройти освидетельствование на наличие алкоголя в организме. Пройти документы с собой или, говоря, какие-то копии с собой? Понятые, согласен. Отказываться он не стал, и результат не заставил себя долго ждать. Он подтвердил догадки правоохранителей. Все. Идет анализ. 0,244. Это в 1,5 раза больше допустимой нормы. Однако с результатами водитель был не согласен и заявил, что хочет пройти медицинское освидетельствование в больнице, надеясь на то, что там результаты будут иными. Но если анализы все же покажут превышение максимального количества алкоголя в организме, водителю придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и стать пешеходом на срок от 1,5 до 2 лет. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщить нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.